Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу, и мы снова говорим об обороноспособности Абхазии. У меня в гостях общественный деятель Тенгиз Джопу. Тенгиз, тебя всегда интересно читать в социальных сетях, и мы периодически тебя зовем в нашу студию тоже. Сегодня, и как в последние недели, в нашей студии мы говорим о нашей обороноспособности. Я знаю, что ты внимательно изучал эту тему, да, в прошлом, как ты говорил. Вот начнем, наверное, с того, какие модели армии могут быть ближе для Абхазии, какую модель мы могли бы использовать, и исходя с точки зрения современности, ну и, в общем-то, опыта самого нашего абхазского народа. Да? У нас же тоже непрерывная борьба за свободу, суверенитет и так далее. Ну, прежде чем начать формировать вооруженные силы, необходимо обязательно учитывать экономические условия, социальные условия, тот потенциал, который мы можем направить на развитие вооруженных сил. Учитывая, конечно, исторический опыт, это имеет очень важное значение. Хотя опыт боевых действий, он со временем теряет свою ценность, потому что война постоянно меняется, очень такое динамично развивающееся социальное явление, социально-политическое явление, особенно под воздействием научно-технического прогресса. Был период, когда мы внимательно изучали возможности развития вооруженных сил Республики Абхазия в рамках площадки АИНАР, политическая партия. У нас даже был проект, который мы публично представляли, если я не ошибаюсь, и руководство об этом говорили. Этот проект очень похож на ту систему, которая сегодня существует в Израиле, существует в Швейцарии. Это милиционная система, при которой в процесс обеспечения обороноспособности государства, ну, во-первых, вовлечены все субъекты национальной безопасности. Это не только Министерство обороны, но и силовые структуры, они максимально милитаризированы, государственные предприятия, частные компании. То есть вся вот эта сфера, она максимально, насколько это возможно, без ущерба экономики в условиях там, мира. Они вовлекаются в процесс обеспечения обороноспособности государства. Ну и, конечно же, само население. В Швейцарии, насколько вам известно, и в Израиле население очень активно вовлечено. Там в Израиле даже женское население участвует в обороноспособности. Население Швейцарии располагает дома огнестрельным оружием, стрелковым оружием. Значит, у них периодически происходят сборы. И, ну, в принципе, у Швейцарии не было таких примеров. Они последние несколько десятков лет, практически даже сотен лет не участвовали в боевых действиях. Но сам факт того, что такая система существует в Швейцарии, в какой-то степени, я думаю, сыграла определенную роль в том, что ни в каких боевых действиях они не участвовали. Хотя даже Гитлер, задумался, но потом решил, что лучше в эти горы не лезть. Да, Швейцария, там сложно пересеченная местность, столкнуться. Вообще практика боевых действий показывает масштабных и региональных, что очень сложно воевать в условиях партизанской войны, когда все население вооружено, имеет какой-то определенный опыт применения этого вооружения. Очень сложно какой-либо армии регулярно противостоять длительный период такому даже населению. Лучшим армиям, вот сейчас я просто прерву, мы можем взять пример там, Афганистана, Конечно. Например, лучшая армия, скажем, имея все средства, на какой-то период смогли добиться успеха, но это практически, это очень сложно. Но существует, вот насколько мне известно, два возможных варианта. Есть такой известный российский специалист в области военного дела Свечин. Он сформулирует два варианта. Это молниеносная война, в случае нападения молниеносной, и война на измор.
Эти варианты обязательно нужно учитывать при формировании обороноспособности нашего государства. Наша задача выстоять, преодолеть вот этот момент, когда молниеносного наступления, когда противник пытается максимум нанести ущерба инфраструктуре, критическим объектам, личному составу. И мне кажется, просто если мы имели бы регулярную армию, какую-то ограниченную, вот какое-то количество определенных людей, при ее потере, а потери будут неизбежны в случае там, потому что враг, приступая к вторжению, он накапливает максимум сил и средств, чтобы нанести предельно максимальный ущерб. Так что при потере вот регулярной армии возместить ее будет очень сложно. А так, при нашей системе, милиционной системе, причем мы рассматривали ее привязки с элементами гражданской обороны. Даже у нас стоял вопрос о привлечении лиц женского пола к военной службе в части осуществления медико-санитарная служба, там, служба связи, служба снабжения. Я думаю, даже это очень положительно. Наличие даже вот знаний в области медицины у наших девушек потом помогло бы им в жизни, просто в обычной жизни. Сейчас не имеется в виду там какая-то сложность в режиме несения службы, там, ну, даже это можно применить. Я считаю, что я вот уверен просто в этом, что это единственный возможный вариант, наиболее эффективный вариант вооруженных сил Республики Абхазия на данный момент. Вот. Других вариантов нет. К сожалению, наш проект особо никого не заинтересовал. Есть у нас очень серьезная проблема. Мы строим всю систему нашей безопасности, не только вооруженные силы, но и систему силовых структур, вообще всю систему национальной безопасности страны на примере той, которая существует в России. Мы фактически ее проецируем на Абхазию. В России совершенно иные возможности, совершенно иной потенциал, мобилизационный потенциал, экономический потенциал, совершенно другие территории, там колоссальный стратегический тыл. У нас таких возможностей вообще нет. Мы должны учитывать наши территории, наш рельеф местности, наши людские ресурсы, наши экономические возможности, насколько мы долго сможем обеспечивать оборону, там, какие наиболее опасные участки у нас есть, какие у нас есть экономические возможности, потому что длительная война требует постоянных ресурсов. Все это нужно учитывать, только с учетом этого выстраивать свою систему безопасности. Какой бы договор мы с кем бы не подписали, у нас должен быть всегда собственный план обеспечения обороноспособности страны. Вот. Это единственный вариант. Я хочу сейчас резюмировать и для наших зрителей тоже, которые не сильно вовлечены в эту тему. То есть неправильно сравнивать. Скажем, мы знаем, что там у Грузии порядка 40 тысяч, да, сейчас армия. Да. И мы говорим, а сколько у нас, да? То есть, как бы, неверно сравнивать, у них если 40, не обязательно, чтобы у нас тоже было 40 Конечно. Армий, да? То есть, как бы, у нас может быть, условно, там, 3 тысячи, 5 тысяч, мы сейчас не будем вдаваться в цифры, но регулярные какие-то, да, силы реагирования. И вместе с тем, население, которое готово по первому призыву прийти, а это уже совершенно другой мобилизационный ресурс. Конечно, вот, да. Ну, Министерство обороны, мы в рамках своего проекта, мы не исключали возможность его существования, мы не собирались его ликвидировать. Предполагалось, что Министерство обороны, во-первых, будет обеспечивать сохранение материально-технической части, вот, вооружения, там, боеприпасов, там, и так далее. Танк у себя во дворе не спрячешь. Да, не спрячешь, да. Во-вторых, в подчинении Министерства обороны находились бы какие-то части или подразделения специального назначения. Какая-то группа профессиональных военных, это я не имею в виду только офицерский состав, но вот рядовой состав, именно профессионалов, которые бы в момент начала боевых операций могли бы, допустим, обеспечить выполнение каких-то определенных задач на первом этапе, до того, как будет осуществлено развертывание вот этих мобилизационных сил. Вот. Кроме этого, очень важное значение в нашем проекте имела деятельность специальных служб. Очень большое внимание
период формирования израильской армии Цахал придавалось израильским спецслужбам. Они фактически своими действиями компенсировали те недостатки, которые были в тот период в вооруженных силах Израиля, очень активной своей работой. Это тоже имеет очень важное значение, то есть разведывательная, контрразведывательная деятельность. Это тоже должно было оставаться под контролем Министерства обороны. Потом постоянное совершенствование вооружений тоже требует того, чтобы в структуре, в системе Министерства обороны были специальные подразделения, которые бы системно, непрерывно занимались бы подготовкой людей, например, по операторов, например, беспилотных летательных аппаратов, там, каких-то вооружений там, более сложных. В общем, там достаточно, насколько это было возможно. Еще проблема заключается в том, что эта сфера, она очень закрытая. Большая часть информации в этой области – это охраняемая законом государственная тайна. Доступ к этой информации никто не предоставляет. Текущее положение дел в этой сфере мы не знаем и вряд ли узнаем до того момента, пока не наступит час икс. Да. И поэтому мы исходили из таких поверхностных данных, можно так сказать. Открытых источников. Да, тех открытых источников, которые мы располагали. Было бы, конечно, лучше, создавая такой проект, взаимодействовать с Министерством обороны, вообще делать это на государственном уровне. Я считаю, что это большая ошибка государства, нашего государства, чтобы мы не пошли по собственному пути формирования вооруженных сил страны. Тем более у нас такой богатый опыт был противостояния 92-93 года. И после этого очень долгое время мы вели активную борьбу с разведдиверсионными группами приграничных с Грузией районов. У нас был потенциал, у нас были кадры. Эти люди, которые они уже в возрасте, они постарели, так никого не подготовив. Мы в какой-то степени, у меня существует такое ощущение, что мы очень сильно отстали и в части материально-технического оснащения отстаем, и в части профессионального подготовки отстаем. Такое ощущение сохраняется, по крайней мере. Очень хочется надеяться, что это не так. Хочу несколько тем затронуть. Начну, наверное, с того, что если мы говорили о Швейцарии, то эта страна ни с кем не воюет, но продолжает держать, такую свою высокую планку подготовленности. В этом смысле наша подготовленность, она ничем не должна уступать в том смысле, что мы всегда должны быть просто готовыми быть. Да. То есть не обязательно, что ожидать нападения, но регион такой сложный, у нас нет мирного договора, и это наша даже обязанность. Ты сказал по поводу технических нововведений, тех же операторов дронов и так далее. Мы можем сейчас смотреть за событиями, которые происходят на территории Украины, и видеть, как используют эти дроны, даже обычные дроны, которые, как разведчиков используют, как подвешивают определенные, боеприпасы, гранаты, и так далее. То есть этот прогресс, который происходит технологически, он всегда сильно влияет на армию. И здесь в комментариях под нашими видео говорят, что мы 30 лет ничего не делали, тогда обобщенно говорят. Но сейчас поздно. Как ты думаешь, хорошо, даже если мы признаем, что 30 лет мы ничего не делали, снимает ли это с нас ответственность, что мы дальше ничего не можем делать? Конечно, нет. Это с нас это не снимает ответственность. Никогда не поздно что-то делать. Вообще, конечно, было бы хорошо это начать делать раньше, но даже если мы начнем это делать, это просто жизненно необходимо. Там вообще вопрос не должен так ставиться. Война – это вопрос выживания, там вопрос жизни и смерти. Там никогда не поздно бороться за собственное существование. Что касается, Украины, в принципе, до Украины уже события
Нагорном Карабахе показали, насколько эффективно используются сегодня беспилотные летательные аппараты. Они используются и в разведывательных целях, используются как ударные, барражирующие боеприпасы. И не обязательно покупать в Турции байрактары, чтобы использовать их даже вот в тактическом плане, там, на поле боя, вот прямо на земле. Многие покупают простейшие беспилотники, вот квадрокоптеры, они их используют, группы, которые сегодня воюют в Восточной Украине, они их используют в разведывательных целях, они их используют для корректировки огня. Фактически это гражданские аппараты, но тем не менее их приспосабливают к условиям боевых действий. Мы в этом направлении тоже должны активно работать. У нас пока есть возможность приобрести эти аппараты, у нас есть пока возможность обучить людей пользоваться этими устройствами. Было бы хорошо, чтобы та группа резервистов, которая у нас сегодня, и чтобы Министерство обороны взаимодействовало с ними, выявляло среди них или выделяло среди них какие-то группы людей, с которыми отдельно их будут готовить как операторов этих аппаратов, потому что эти устройства очень активно применяются. Просто такого широкого распространения даже вот квадрокоптеров, всего, как на Украине сегодня, и нигде, ни в какой части боевых действий, ни региональном уровне не было. Там огромная линия фронта. Да, линия фронта большой там местность тоже в этом смысле благоволит. Да, кстати говоря, насчет местности, там очень много, там максимум среднепересеченная местность, открытая местность, очень мало лесного покрова, вот ближе к Киеву там может быть больше. И использование этих аппаратов очень эффективно, они выявляются огневые точки, обнаруживается перемещение боевой техники. Кстати говоря, у нас в этом плане, вот я сравнивал тоже эту местность, театр военных действий на Украине и в Армении, там очень открытые места. Части, например, применения противникам таких бесплотных летательных аппаратов. У нас сложно пересеченная местность, горы, предгорья и очень густой лесной покров. И эффективность бесплотных летательных аппаратов противника будет не такой высокой, на мой взгляд, как, например, в Армении была. Но если, конечно, это какие-то непродвинутые бесплотные, которые снабжены тепловизорами. В общем, в любом случае нужно идти в ногу со временем. Мир очень быстро меняется. Чтобы нам не пришлось учиться на поле боя, было бы замечательно, если мы начали учиться сегодня, в мирное время. И, возможно, чем больше мы научимся, чем лучше мы подготовимся, тем больше мы создадим условия, что вообще никакого конфликта не будет. Я думаю, вот это именно главное. И сейчас, оценивая ситуацию, я могу высказать свое субъективное мнение, оценивая ситуацию на текущий момент, которая происходит на Украине, которая происходит в Грузии. Я думаю, что вряд ли в ближайшее время грузинская страна предпримет какие-либо шаги в отношении Абхазии или Южной Осетии, по крайней мере, с точки зрения здравого смысла или логики, оснований таких у них пока нет. Вот мне так кажется. Но мы не можем рассчитывать конечно, мы это не можем на это рассчитывать. Мы всегда должны быть готовы. И фактор того, что у них вооружение больше, материально-техническое оснащение они лучше, это не ключевой фактор. Потому что много раз в истории это никому не помогало. Это, например, англо-бурская война, там с англичанами воевали, они вообще ничего не имели, но они выиграли. Хороший пример мы сами. Да, наша война 92-93 года, мы встречали грузинские танки с гладкоствольными ружьями. Так же было. В конечном итоге мы победили. Это не самое главное. Самое главное, самое главное, на мой взгляд, это психологический настрой народа. Мы должны сохранить единство, сплоченность, уверенность в своей победе, даже не сомневаться в этом. И второе, очень важно, чтобы правительство нашей страны, руководство страны
придавала очень такое серьезное внимание, пристальное внимание вопросу перевооружения армии, модернизации армии, подготовки личного состава, чтобы мы все население страны было вовлечено в этот процесс, потому что это очень важный момент. И я думаю, что каждый гражданин страны, каждый человек, который проживает в Абхазии, это прекрасно понимает. Здесь не может быть никаких политических там аспектов, там, неприязни, там, еще чего-то. В этом вопросе мы должны быть едины. Еще один хотел аспект затронуть, это информационная составляющая нашего, скажем так, противостояния. Дело в том, что все чаще и чаще за последние годы Грузии все-таки удалось, да, вот, внедрить в сознание, скажем так, мирового сообщества эту мысль оккупированные территории. И мы, на мой взгляд, очень как-то без особого рвения боремся, да, вот с этим постулатом, что мы оккупированы и так далее. То есть на международные площадки нас там не допускают, и с информационными ресурсами у нас тоже, можно сказать, беда в этом смысле, да? Да. Вот этот фактор, как информационная борьба, как ты видишь вот, нашу страну, нашу позицию, и как ее изменить и улучшить? Есть известная фраза Клаузевица, что война – это продолжение политики иными средствами. Но в нашем случае это утверждение не действует, потому что в 1993 году закончилось, я высказываю собственное мнение, в 1993 году закончилась одна фаза войны. Мы мирного договора не подписали. И фаза войны с применением вооруженного насилия, она условно, можно сказать, закончилась. Даже в этот период она не закончилась, да. Были попытки, да. Попытки были, неоднократные попытки были. Потом война начала последовательно трансформироваться. Она превратилась в скрытую, разведдиверсионную войну, постоянная нестабильность в приграничных районах была. Потом грузинская страна меняет политику, но вот война, она продолжается. Это торговая война, экономическая война, финансовая, информационная, дипломатическая. Все элементы войны против нас действовали все эти 30 лет. Мы со своей стороны никакой активности по противодействию этой войне, за исключением от активности, связанной с борьбой с терроризмом, приграничных районах, мы ничего не делали. Мы должны были тоже в ответ вдвойне активнее работать и в информационном плане, и в демографическом плане. Конечно, они пользуются всеми возможностями, чтобы... Что такое война? Война – это попытка достичь какую-то политическую цель. Вы используете в политике, вообще нет понятия, как Толеран говорил, преступление. В политике бывает ошибка политическая. Так что с помощью насилия вы это делаете или какими-то иными средствами, неважно. Вот у вас есть политическая цель, вы ее должны достигнуть. С помощью насилия у них не получилось, они сейчас используют другие способы достижения своей политической цели. Мы должны делать то же самое, абсолютно. Наша политическая цель – это независимость нашего государства. Нам его нужно сохранить любой ценой. И в этом плане, к сожалению, ни Министерство иностранных дел никакой активности. Вот в первые годы после войны, я помню, достаточно серьезная активность была. Были даже в этом процессе участвовали люди, которые не работали в Министерстве иностранных дел. Там обычные бизнесмены, которые куда-то ехали, там представители культуры. Там, мы все пытались что-то пропагандировать. Мы приезжали, там всем говорили, что вы знаете, у нас вот геноцид был, у нас вот такие проблемы были у нас. Сейчас ничего этого не делается. Не то, что не мы не делаем, и даже Министерство иностранных дел этим не занимается. Такой активности я не замечаю, я ее не вижу. Такое ощущение, что вот мы пассивно ждем, что нас завтра еще кто-то признает, там послезавтра еще кто-то признает. Это неправильная политика. В информационном пространстве мы очень серьезно проигрываем, потому что мы тоже в этом направлении не... как Чичерин, по-моему, сказал, что
Дипломатия – это пропаганда, пропаганда, еще раз пропаганда. Вот этой пропаганды, абхазской позиции, того всего, что нашей именно правды, нигде нету в информационном поле. Есть абсолютно полное засилье грузинского понимания проблемы. Это тоже наша вина. И в экономическом плане мы у нас, с точки зрения, если мы начнем рассматривать, очень слабая энергетическая безопасность. Ее практически она вот на грани гибели. Полное отсутствие продовольственной безопасности. Вот. У нас просто непочатый край работы. Вообще в системе безопасности у нас все 30 лет не было никакого вот системного подхода. У нас не было, во-первых, образа той системы безопасности. Стратегии не было, да? Какая нам нужна? У нас ничего не было. У нас даже военной доктрины, полноценной доктрины, которая бы отвечала нашим интересам, с учетом возможного варианта развития событий на несколько лет вперед. Потому что невозможно там военную доктрину в краткосрочном плане формировать. Там. Нужно делать ее долгосрочной. У нас этого тоже не было. У нас вообще концепции национальной безопасности как такового нормального документа тоже не было. Это все наши ошибки. И сейчас, конечно, вот сейчас наброситься на решение всех этих проблем не получится, но хотя бы наиболее важные какие-то действия уже нужно предпринимать. Это очень хороший звонок, кстати, то, что сегодня происходит на Украине, это и в Армении происходило. Это очень хороший звонок для нас всех, что мы должны, не знаю, собраться, сосредоточиться на решении собственных проблем. И мы должны, тоже очень важно, чтобы понимать, что если мы сами не решим собственные проблемы, никто их не решит. Но у нас, к сожалению, есть привычка решать собственные проблемы чужими руками. Да. Вот, к сожалению. Спасибо, Тенгиз, за эту беседу. Я думаю, что мы затронули несколько аспектов. Здесь, на мой взгляд, самое важное – это понимать, что не важно, что было десятилетия назад, в том смысле, что это не должно повлиять на наше желание и на наши усилия изменить ситуацию к лучшему. Но Конечно. важно с точки зрения анализа этих лет, да, и того, что было сделано и что не было сделано, для того, чтобы уже с этим анализом мы могли, учитывая ошибки, недостатки, менять нашу концепцию, создавать ее, да, стратегию. И я надеюсь, что наши зрители будут репостить это видео, писать вопросы под ним. Мы будем разные аспекты нашей обороны затрагивать. Следующая наша передача будет о медицине и безопасности. Поэтому подписывайтесь на Апснахабар, делитесь нашими видео. Спасибо, Тенгиз, еще раз за нашу беседу. Ну и завершаю я нашу передачу словами Наунакдзе Апсенра. Абзирас. Абзирас.